Здравствуйте, меня зовут Алексей Фельдар, ученик 6 класса МОБУ номер 13 города Якутска. Тема моего проекта – нестандартные способы умножения. В последнее время ученики предпочитают пользоваться гаджетом в расчетах, а не своим умом. Я хочу показать, что есть много интересных, нетрадиционных способов умножения, позволяющих считать без использования гаджетов и столбиков. Цель работы – ознакомление с различными способами умножения натуральных чисел, неиспользуемых на уроках, и их применение при вычислении числовых выражений, показать необычные способы умножения. Задачи – найти и разобрать различные способы умножения, научиться применять найденные способы умножения, выбрать для себя самые интересные или более легкие, чем те, что предлагается в школе, и использовать их при счете, развить навыки самостоятельной работы, поиск информации, отбор, оформление материала. Объект исследования – арифметические действия умножения. Предмет исследования – различные нестандартные способы умножения, проблемы, владение учащимся единственным способом умножения натуральных чисел, то есть столбиком. Я сейчас покажу вам 4 нетрадиционных способов умножения. Первое – умножение на пальцах. Вот, все начинается с цифры 6 и заканчивается за цифры 10. Вот, например, 7 умножить на 8. Вот 7, 2 пальца снизу, а вот 8, 3 пальца снизу. Мы их прибавляем друг к другу. 2 плюс 3 будет 5. Мы думаем, что это как десятки, и значит будет 50. Верхние пальцы вот эти мы умножаем друг на дружку. 3 умножить на 2 будет 6. Теперь 50 умножить на 6 будет 56. Индийский способ умножения я вам покажу своей задачей. Умножим индийским способом 537 на 6. Мы сперва умножаем 5 на 6. На 6, потому что это самая большая цифра, и 5 на 6, потому что мы представляем 500 как 5. Будет 30. Мы прибавляем 0, потому что 5 это сотые, значит будет 300. 300 плюс 30 умножить на 6. Теперь мы умножаем десятки. Десяток с шестеркой. 3 на 6 будет 18. Будет 318. Так как это десятки, мы прибавляем еще 0. 3180 плюс 7 на 6. 7 на 6 будет 42. 3180 умножаем на 42. Будет 3222. Русский способ умножения. Мы сначала первую цифру умножаем на 2, а вторую цифру мы делим на 2. Вот. 24 умножить на 2 будет 48. 48 умножить 8 делим на 2 будет 4. И то же самое. 48 умножить на 2 будет 96 умножить на 2, потому что 4 делим на 2 будет 2. 96 умножаем на 2 будет 100. 100
192 умножить на 1. Ответ будет 192. В случае, когда один из чисел нечетный или оба нечетные, мы поступаем следующим образом. 24 умножить на 5. Мы 24 умножаем на 4, мы убираем одно число. И то же самое делаем. 24 умножить на 2 будет 48 умножить на 2. Сорок 48 на 2 будет 96, умножаем на 1, будет 96. Теперь мы 96 прибавляем 24, потому что мы убрали же одну единицу и представляем как 24. Ответ будет 120. Китайский рисовательный способ умножения. Этот способ умножения я видел в интернете в виде замысловатого рисунка. Закипел процесс расшифровки алгоритма рисовательного способа умножения. Я этот способ покажу на примере. Мы 12 умножаем на 34. Вот, мы нарисовали. Первое число здесь 1, значит, рисуем здесь одну палочку. Второе число здесь 2, значит, рисуем вторую палочку. Теперь здесь число 3, значит, рисуем здесь 3 палочки. Раз, два, три. А здесь 4, значит, 4 палочки. Раз, два, 4. Теперь мы считаем точки. Раз, два, 3. В этой стороне 3 точки. А здесь раз, два, 3, 4 точек. А здесь раз, два, 3, 4, 5, 6 точек. Мы 6 и 4 прибавляем друг к дружку. Будет 10. Если цифра будет больше 10 или сама цифра будет 10, то мы однерку, то есть мы одно число прибавляем к тройке. Будет не 3, а 4 теперь. Теперь считаем вот эти. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь 8. Теперь мы просто соединяем цифры. Будет 408. Заключение. Работая над этой темой, я узнала, что существует много различных и забавных и интересных способов умножения. Некоторыми в различных странах пользуются до сих пор. Рассмотренные мною способы умножения не такие сложные и могут повседневно использоваться учениками. Они познавательны и интересны. Я знаю, что существует еще много интересных способов вычислений, и я соберу целую коллекцию таких примеров рационального вычисления. Но не все способы удобны в использовании, особенно при умножении многозначных чисел. В общем, таблицу умножения все-таки знать нужно. Спасибо за внимание.